Сыктывкарцы жалуются на несоблюдение автобусами заявленного расписания. По словам пассажиров, иногда общественный транспорт приходится ждать 30, а то и 40 минут. Больше всего претензий в эти морозные дни к 15-му и 54-му маршрутам. Евгения Кладкевич тоже частенько опаздывает на работу. Один из самых протяженных маршрутов столицы, 15-й, первых пассажиров встречает в 5:30 утра. Интервал движения, согласно расписанию, у него стандартный – от 6 до 12 минут. Впрочем, в последнее время люди все чаще жалуются на сбитое, по их словам, расписание. Больше всего претензий от жителей местечка Давпан. Как раз таки по полчаса, по 40 минут очень долго. То есть нет расписания совершенно? Нет. Это в морозы такая ситуация усугубилась? Всегда. Всегда. А у кондуктора спрашивали, почему так? Ну, не хватает автобусов. Не меньше вопросов и к эжвинским автобусам. Пассажиры сетуют, под расписание уже и не стараются подстроиться. Чтобы вдруг не пропустить, на остановку выходят максимально заранее. Конечно, особенно когда они не ждут. Это очень обидно. Такое часто случается? Да. А с какими маршрутами? Ну, 54-й. Вот я жду уже минут 15. Иногда бывает по 89 минут интервал указан. Это какие маршруты? Это 18 и 54 чаще всего. Бывает, что они вовремя приезжают, а бывает какой-то коллапс, и потом все битком друг на дружке набитые. Львиную долю сыктывкарских маршрутов, в числе которых и эжвинские, обслуживает Коми-Автотранс. На каждом порядка 15 автобусов плюс несколько в резерве на случай аварии или поломки. Потребности в увеличении их числа, заявляет оператор, нет. У каждого маршрута четкое расписание, за соблюдением которого строго следит диспетчерская служба. Нарушения, конечно, случаются, но довольно редко. У нас есть устав автомобильного транспорта, это 296 ФЗ, если память не изменяет. Там разрешено общественному транспорту, грубо говоря, опережать график на 2 минуты, отставать на 3 минуты по расписанию. То есть у нас такие правила, что если автобус двигается с интервалом менее 15 минут, то указывается в расписании остановки не поминутно, а интервальное. Соответственно, ввиду дорожных обстановок есть такие подвижки в минутах небольших. Одна из главных причин задержки, заявляет оператор, отсутствие в городе специальных полос для движения общественного транспорта. В часы пик нередки пробки или даже аварии. Задержка автобуса в таком случае уже неудивительна. В помощь для отслеживания подобных ситуаций мобильное приложение Passenger, запущенное в Коми в 2018-м. В нем можно узнать расписание автобуса, а также спрогнозировать точное время его прибытия на остановку. Согласитесь, в такие морозы приложение особенно полезно. Чтобы общественный транспорт не входил из строя из-за морозов, его на ночь отправляют, как правило, в теплое помещение. Это так называемые ПАЗы или Мерседесы. Что касается вот таких больших нефазов, работающих на газу, им, в принципе, мороз не страшен. Поэтому говорить, что автобус не пришел на остановку в нужное время из-за морозов, несправедливо. Низкие температуры на это повлиять не могут. Оператор напоминает, если вдруг вы стали жертвой задержки автобуса, не забудьте это зафиксировать. Место остановки, время и, конечно, номер маршрута. Желательно на фото или видео. Присылайте их на адрес перевозчика и будьте уверены, любое нарушение будет проверено и пресечено. Евгения Кладкевич, Павел Фетисов, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.